сразу результатов не будет. Тебе нужно самому сперва научиться. А быстро, когда мы учимся, вот здесь MLM бизнес нам помогает. Когда мы учим других, мы быстро учимся. Вот это правило, пожалуйста, напишите куда-нибудь. Когда ты учишь, не обязательно правильно учить, начинай учить, начинай практиковаться. Вот так мы учимся. От того, что твой лидер зарабатывает деньги, он умеет зарабатывать. Как он учился? На практике. Да, он этому хорошо научился. Понимаете? Теперь тебе тоже нужно научиться. Господа лидеры, учите своих людей правильно, чтобы они могли тоже зарабатывать деньги. Не только вы, чтобы ваши вот эти люди. Почему? Потому что каждый человек, который ты пригласил в этот бизнес, ты ответственен. Я не знаю, как ты пригласил их, да, но они поверили же в тебя и пришли в этот бизнес. Теперь возьми ответственность, начни их учить правильно, с фундамента. Понимаете? Потому что ты ответственен. Завтра они будут винить тебя. А я в MLM бизнесе очень много вижу лидеров. Сам зарабатывает лидер, структура не зарабатывает. Почему? Потому что он прокачался. Да, лидеры, он обучается, он прокачался. Но он не умеет учить свою структуру. Почему? Первая причина. Нет единой вот эти системы пошаговой, как учить. Как бы все разбросано. Почему я так говорю? Я признаю, в моей компании именно не было вот этой системы пошаговой. Я это правда говорю, ребята. Не было пошаговой системы. Когда есть конкретная система и как можно учить, поэтому я вам говорю, конспектируйте, я вам дам пошаговую систему сегодня. Обязательно начните конспектировать. Хорошо? Договорились? Поэтому потихоньку начинаем как бы заставлять мозг, чтобы работал. И делаем ударение на домашние задания. Начинаем все делать домашние задания. Если не начнете применять, ребята, не ждите результатов. Я хочу, чтобы у вас был мощный результат, мощный взрыв, раз вы пришли сюда. Я тоже ответственен. Потому что многие люди завтра начнут меня винить. Так, Максат Респекович, так, неправильно объясняет он, так, я там не понял, там, и т.д., и т.д. Ищи в себе. Я тоже когда-то винил кого-то, но я не мог расти, потому что ты закладываешь ответственность на кого-то. А те люди, которые винят кого-то, они никогда не растут. В следующей теме я буду глубоко раскрывать эту тему. И вы увидите, я вам дам инструменты. А сегодня пошел первый инструмент. Ребята, это первый инструмент, который я вам хочу сейчас дать. Это презентация, ребята. Презентация. Поехали. Презентация. Что такое презентация? Вы пришли в MLM бизнес, приняли решение, у вас есть мотив. Я не буду вам сейчас говорить цели, там, конкретно мотив двигаться. Я вижу у вас мотив. Какой? Раз вы пришли в это обучение, у вас есть мотив двигаться. Ребята, сразу говорю, презентация это что? У тебя есть мотив двигаться, у каждого у вас есть цель, да? Почему вы пришли? Есть цель. Вы знаете что? Цели надо тоже прокачивать, мечты надо тоже прокачивать. Для чего? Для того, чтобы запал получился. Прокачка что? Это напоминать себе постоянно, для чего ты пришел, для чего ты это делаешь и почему это тебе нужно. Если на эти вопросы вы будете всегда отвечать, у вас появится энергия. Потому что у тебя появится ясно, куда ты идешь. А многие люди, 70-80%, не понимают, куда они идут. Как бы люди идут, да, это нужно, все подписываются, я тоже пошел, как бы, ну, вот так идут, как бы, на энтузиазме, как бы, на эмоции, да, заходят, а потом запал, эмоция проходит, так, что делать? Поэтому я хочу, чтобы каждый из вас осознал, почему ты пришел в этот бизнес. Раз ты принял решение, это хорошо. Раз ты пришел на это обучение, отлично. Теперь слушай инструменты и начинай осваивать. Сейчас освоишь, напишешь, с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня начнешь применять. Сразу же применяем. Хорошо, ребята, договорились? Поехали. Первый инструмент, друзья, презентация. Есть цель, есть мотив. Теперь мне нужны инструменты. Какие инструменты? Первое, это инструмент
Первый. Презентация твоей компании. Это что? Презентация твоей компании – это твой капитал. Почему это капитал, я вам объясню. Почему многие люди, новички, не хотят читать презентацию? Потому что они говорят, боюсь, да? Я не смогу вроде бы, как вы, разговаривать. Знаете, почему это говорят? Я начал исследовать, потому что некоторые лидеры, они как бы не дублицированы. Они из себя строят умного человека. Ребята, вот здесь нужна простота. Именно для вас я вот сегодня взял свою любимую книгу и начал читать, да, вот здесь. Вот здесь для того, чтобы ребята быстро осваивали, да, чтобы лидер дублицировался, чтобы вы были дублицированы из фундамента, правильно, да, очень хороший характер, проявлять скромность. Люди не будут доверять вам, если заметят, что вы руководствуетесь эгоизмом, ревностью или убеждены, что вы лучше всех остальных. Вот это запомните, ребята. Сейчас я к этому приду. Почему? Теперь, почему презентация это твой капитал? Я хочу дать ценность. Вы сегодня, многие поймете, действительно у вас будет озарение, это такое будет, да? Многие люди, говорят, не замечают, что они сидят на алмазе. А я хочу, чтобы вы сегодня реально поняли, что вам реально приносит деньги. Господа новички, это вам полезно. Господа лидеры, это вам полезно учить своих партнеров. Правильно учиться. Когда вы даете ценность, люди захотят. Когда бесценны, люди не хотят. Для чего платятся эти тренинги, обучение? Когда ты заплатил, ты хочешь учиться. А когда ты бесплатно берешь, тебе ответственности нету. Как-то бесплатно все, понимаете? Это ученые исследовали. Почему? Потому что когда человек не платит, он не хочет воспринять, потому что это на халява. Понимаете? Поэтому, ребята, первое, презентация – это твой капитал. Второе, это твои деньги, это твое будущее, презентация твоей компании. Третье, это твой фундамент. Это твой фундамент. Рассказывая презентацию компании, ты будешь получать деньги. Если ты не научишься рассказывать его, у тебя денег не будет никогда, если ты в MLM бизнесе. Понимаете? Многие надеются на наставника. На наставника. Хотите, глубоко раскрою эту тему? Почему надеются? Потому что наставник, он рассказывает за них эту презентацию. И у меня было 2 раза такие ошибки. Я начинаю рассказывать, как бы азарт, запал, да, начинаю рассказывать, люди подписываются, они приводят своих людей, да, и у тебя хорошо получается, и новички на тебя смотрят, о, хорошо, хорошо. И в следующий раз, когда ты говоришь, ты расскажи теперь, давай, тебе нужно учиться. Он говорит, не-не-не, вы хорошо рассказываете, говорит, вы, говорит, говорите, вот здесь, да, вот здесь автоматически многие лидеры, я тоже в качестве ошибался, да, как бы, я только умею рассказывать, да, умею подписывать, да, но я как бы забываю, что мне надо учить своих людей. Мы автоматически на эмоции забываем. Я не говорю, что как бы все так делают, но мы забываем. Вот здесь надо делать ударение, да, чтобы ваш человек учился с нуля, когда с фундамента приходит, да, сразу его учить, чтобы он умел рассказывать презентацию. Чтобы он умел рассказывать презентацию, ты дай ценность. Дай, как я вам даю, это твои деньги. Хочешь научиться печатать деньги? Да. Научись рассказывать презентацию. Вот ценность. Что мне нужно для чего? Чтобы зарабатывать быстро деньги. Тебе нужно первый шаг научиться читать презентацию. Если ты научишься, завтра начнешь читать, люди будут слышать про твою компанию, возможности. Некоторые заинтересуются, будут приходить в твою компанию, покупать продукт, бизнес, услуги. Благодаря твоей презентации, да, и если они будут покупать, компания за это тебе будет платить деньги. Вот так объясняйте простым способом. Тогда я вам гарантию даю, ребята, у вас будет очень много новичков, которые хотят научиться.
Дайте ударение первым в фундаменте на презентацию. Почему? Именно если у тебя есть вот эта единая презентация, я вам сегодня дам его. Да? Именно она тебе наталкивает с фундамента, строит бизнес-дубликацию. Если ты не новичок, может, ты недопонимаешь, что такое бизнес-дубликация, но здесь сидят лидеры, они мне задают всегда, как построить систему дубликации в компании. Первый шаг, фундамент, это твоя презентация. Если ты научишь своих людей, дашь им ценность, у вас будет очередь. Ребята, после сегодняшнего тренинга давайте ценность сразу же своим новичкам на презентацию. Скажите, надо научиться. Вот здесь тебе нужно вкладывать усилия. Когда вы начнете их учить, сами учиться, да, рассказывайте им, что вы тоже так же учитесь. Сразу это не пойдет. Как бы психологически начнете готовить людей. Понимаете, 80%, я почему говорю, от психологии зависит, 20% от навыков твоих. Потому что, когда ты психологически готов, да, и ты знаешь, что должны быть препятствия, что ты студент, что ты ученик, тебе становится легче жить, легче воспринимать. Понимаете, что ты учишься, и ты знаешь, что психологически ты готов, завтра будут как бы препятствия, да, и ты знаешь, должен быть препятствие, да, благодаря препятствию я расту, ты готов, понимаешь, психологически. Почему важно эти обучения? А когда ты психологически не настроен на эту проблему, что она придет, да, как бы препятствие, и ты должен пройти через него, каждое препятствие это твой новый статус. Представьте, да, вот статусы ваши, да, каждое препятствие это твой новый статус. Вот с сегодняшнего дня воспринимайте, пришло препятствие, это твой новый статус. Если пройдешь, поднимешься на новый статус. Вот так надо, понимаете, психологически легко надо относиться. Это от вашего отношения зависит. Поэтому дайте ударение, это фундамент вашего бизнеса. С фундамента надо правильно строить. А когда уже ты начинаешь правильно строить, у тебя будет огромная команда. С фундамента она правильно построена. Я 2 раза на этом обжигался. Фундамент неправильно строил, она рухнется. Это как дом строить. Понимаете? И у тебя намерение построить, не знаю, там 200 этажей дом. Представьте, а у кого-то намерение просто построить 10 этажей. Как бы вот такие цели у людей, понимаете? И ты когда строишь дом, да, дом, когда ты строишь, у тебя фундамент должен быть основа. Если ты фундамент неправильно залил, завтра может землетрясение быть, завтра какие-то и эти могут быть, да. Вот в MLM-бизнесе структурах, почему структуры разваливаются? Потому что фундамент неправильно залитый, нету системы обучения, как бы лидер не контролирует, тогда идет негатив в структуре, он знает, что не должен допускать негатив, но идет негатив, и то, что ты построил этот бумажный дом, она рухнет. Благодаря одному негативу. Да, было. Потом мы остановимся к этой теме. То, что ты построил, рухнуло. Потому что у тебя изначально ударение неправильно. Первое, ты не учил своих новичков зарабатывать сразу деньги. Презентацию, чтобы они читали. Второе, ты делал, как бы, не строил этот фундамент, потому что многие почему избегают учить новичков? Потому что там нужны усилия, да, там разные люди. Вот здесь они не хотят вкладывать эти усилия. А кого нужно, говорит, учить? Именно тех людей, у которых есть мышление роста. У вас у всех есть мышление роста, потому что вы пришли на это обучение, вы хотите расти. Это уже первый параметр в прогрессе вашего. А многие люди отказались от этого обучения. Почему? Потому что, как вам сказать, не хотят ребята расти, понимаете? А рост когда появляется? Рост, когда ты учишься, появляется. Поэтому вот именно система дубликации это правильно строить. Теперь, для того, чтобы построить огромное здание, знаете, тебе что нужно? Тебе нужно фундамент заливать. А вы знаете высоковольтные здания как строятся? На каждом 3-м этаже, оказывается, спускается, усиливает фундамент. Как бы стратегия, понимаете? Каждым на 3-м этаже усиливают вот этот фундамент. А вот я хочу сегодня вам дать этот фундамент.
Весь MLM-бизнес строится именно, кастет на презентации твоей, ребята. Если хотите сильную команду создать, у вас должна быть единая, простая презентация. И вы должны доносить до людей эту презентацию, что это легко и просто. Когда люди сидели, и ты лидер, расскажешь, они думают, ничего себе, я тоже смогу. Просто мне нужно уметь рассказать эту презентацию, и я буду зарабатывать деньги? Да, просто. Просто вот так тебе нужно научиться рассказывать презентацию. Они будут смотреть вот так вот. Все, я готов учиться, если она будет приносить мне деньги. Да, я тебя научу. Придем, нужно усилия вкладывать. И начнем учить. Вот сегодня я вам дам этот инструмент. Понимаете? И вы начнете с завтрашнего дня тренироваться, учиться. И у вас будет получаться. Вот такой. И вот это все приведет вас к успеху. Правильное построение. Есть единая презентация, это твой капитал. Ты уже учишься, начинаешь учить своих. И они тоже начинают рассказывать по этой презентации своих людей. По этой презентации. Это же отлично, ребята. И ты потихоньку учишься, они учатся быстро. И вот так идет прогресс. Понимаете? Так что вот это самое золотое правильно. Потом, когда ты учишься, ты тренируешься. И самое главное, ребята, запомните, когда ты учишься, ты тренируешься. Благодаря тренировке, ты как бы натачиваешь свой навык. Понимаете? Скажите, пожалуйста, вот чемпионы, почему они становятся чемпионами? Вы думаете, они на ринге стали чемпионами? Нет. Не на ринге становятся они чемпионами. Хотите, я вам объясню? Они на улице, на тренировочных площадках становятся чемпионами. Когда Майклу Джордану задали вопрос, вы легендарный баскетболист, вашу вот эту... Рейтинг никто не может сделать. Скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха, журналист задал. Тогда Майкл Джордан ответил, почему на арене люди проигрывают, да? Потому что они всю жизнь борются со мной, говорит, победить меня. А я борюсь с самим собой. Как я могу стать лучше? Поэтому они, говорит, проигрывают. Понимаете? Поэтому есть над чем работать, есть что улучшать, ребята. Поэтому тренировки это очень важно. Почему говорят вот это слово? Легко в бою, тяжело в учениях. Проблема именно здесь зарыта в MLM-бизнесе. Мы не хотим учиться, не хотим практиковаться. Почему? Если ты не учишься, если ты не практикуешь, а как ты будешь натачивать свой навык? Если ты хочешь хорошо рассказывать презентацию, сразу же, логически, давайте возьмем, ты же не придешь, сразу не начнешь же рассказывать круто эту презентацию. Да? Понимаете, ребята? Поэтому надо учиться тренироваться. Ребята, я буду сохранять этот эфир, уже час времени закончился. Ребята, давайте потерпим. Следующий час я буду сейчас вам единую презентацию давать. Не уходите никто, хорошо? Потому что, чтобы надо было вас подвести психологически, объяснить, ценность дать. А сейчас я буду давать уже инструменты. Я сейчас, час времени заканчивается, я сохраню обязательно этот эфир. Вы не уходите, обратно быстро подключитесь, чтобы не тянуть наше же время. Я уже на втором формате вам дам инструменты, как это делать. Все, не ухожу, ребята, я сейчас сохраню.